И в продолжении темы о мерах осторожности на дорогах напоминают сотрудники ГИБДД. На этот раз в поле зрения инспекторов оказались дети-пешеходы. Наш главный патрульный на дорогах Руслан Албогачиев расскажет о рейде в Назране. Наверняка вы не раз наблюдали, как взрослый, держа за руку малыша, перебегает дорогу на красный сигнал светофора. Жителям больших городов постоянно не хватает времени, и несколько сэкономленных секунд зачастую становятся приоритетом. Однако детям не так просто принять двойную мораль. Родители учат их всегда соблюдать правила дорожного движения, при этом сами могут их время от времени нарушать. Помните, дети очень восприимчивы и быстро усваивают взрослое поведение. Приучайте малыша к осмотрительности с самых ранних лет. Переходя дорогу, каждый раз комментируйте свои действия. Остановившись у края тротуара, посмотрите налево, затем направо и объясните ребенку, для чего вы это делаете. Даже если вы переходите на противоположную сторону улицы, по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, не забывайте оглядываться по сторонам. К сожалению, уровень автомобильной культуры в нашей стране недостаточно высок, и некоторые водители на красный сигнал светофора не останавливаются. Сюда у тебя в ставах есть в городе 40 или 40, 50 или 50. Красный, зеленый исполнять здесь. Пешеходный yol идет дорога, всех целых. Сак хаваш, сорт ваш, бед ваш, здесь. Даже какие-то зеленые хасагасты, пешеходные дорожки, лори есть, они там дук бирж, ардиан, 10 двин, дук лилиш двин, год двин. Так что надо далеко туда. Раска, соблюдать эти правила дорожного движения, Ежедневно по городу идут тысячи людей и ездит не меньшее количество транспорта. Чтобы в городе царил порядок, автомобильных аварий было меньше, пешеходы обязательно должны придерживаться правил и знаков дорожного движения. Подрастающих малышей важно обучать правилам дорожного движения, чтобы быть спокойными за них, когда они выйдут на улицу без родителя. Правила дорожного движения Родители, которые не имеют возможности постоянно контролировать передвижение ребенка со школы или в школу, должны провести ряд серьезных бесед, в которых нужно объяснить все самое важное, что касается безопасности подростка на улице. Это знак перехода. Всегда дяхдулдис, а так все равно дяхдулшло, что здесь? Надо подождать, пока все машины остановятся. Первое, что должен знать ребенок для безопасного передвижения по городу, это правила дорожного движения. Эти правила должны быть известны малышу с самого раннего детства. Можно назад ребенка посадить? Назад ребенка посадить. Камхала. Сегодняшний день нами проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Оно приурочено как раз к началу нового учебного года. Проводятся профилактические беседы с детьми в школах, проводятся родительские собрания. Мы хотим донести до того, чтобы дети, родители знали и повторяли правила дорожного движения по дороге в школу. Мы повторяем их не маршрут дом-школа-дом, для того, чтобы ребенок выбирал свой безопасный путь, ни в коем случае не нарушал и не являлся участником ДТП. Важно знать, чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Руслан Албогачиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.